Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку расследования. Тема такая: кто за вами тайно наблюдает? Есть ли такие люди? Кто они? Зачем наблюдают? Какую цель преследуют? Если вам интересно пощекотать себе нервы, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, кто за мной тайно наблюдает? Кто? Зачем? Почему? Вот все, что вам интересно, все спросите обязательно. Я думаю, что все уже настроились, подготовились. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы откроют нам то, что сейчас от нас скрыто. Да, я слышите, красиво. Слушайте, ладно, не буду делать спойлер. В конце вам расскажу. Как раз у нас и рисуночек в венце. Видите, вот эти два сердечка. Ой, так мило. Ой-ой-ой. Так, ладно, давайте пойдем по порядку. Есть ли люди, которые за вами наблюдают? Да, есть. И причем это вот как сериал для кого-то. Знаете, вот человек следит за вашей жизнью. Что происходит, что вы делаете, чем занимаетесь, с кем вы общаетесь, с кем живете, с кем какие-то вопросы, проблемы решаете. Здесь явно у кого-то отыграется. Больше похоже, знаете, как на соседку, либо на какую-то родственницу, с кем вы сейчас особо не общаетесь, может быть, разругались, может быть, в принципе, как-то сошло на нет общение. Женщина, не молодая, там уже конкретно в возрасте, постоянно наводит о вас справки. Постоянно. Все ей надо знать. Все. Вплоть до того, что вы в магазине покупаете, да, что вы кушаете. И знаете, наблюдает она вот с такой целью, как контролировать, что ли. Почему-то ей кажется, что не может быть у вас все хорошо, в какой-то момент вы все равно должны оступиться и упасть. И тогда она придет и скажет: вот, я же говорила, что ты пропащая, да, вот я же говорила, что ты там какая-то не такая. Что-то она вынашивает в своей голове и в своем скукоженном черном сердечке. Недобрая она женщина, недобрая. Почему к вам прицепилась? Ну, тут такой вопрос, да, либо действительно она ваша родственница, может, свекровь, да, либо бабушка вашего мужа, либо бывшая вашего мужа. Наблюдает. Вот что-то ей хочется увидеть, что вот у вас плохо, вот, чтобы ее это потешило, чтобы она порадовалась, сказала: да, получила свое. Нехорошая она человек, либо, в принципе, знаете, человек завистливый, там, соседка какая-нибудь одинокая, бабулька сидит, заняться нечем, сериалы все пересмотрела, всех вокруг ненавидят, и вот каждому хочет гадость сделать. Запросто может отыграться. Вы, мои хорошие, ставьте на себя защиту. Пользуйтесь оберегами, амулетами. Много раз я говорила, что можно просто булавочку обычную прикрепить к своей одежде и носить на себе. Либо 90-й псалом написать своей рукой и также носить с собой. Это очень хорошо работает. И от таких дурных мыслей, от этих черных глаз, которые подсматривают, очень хорошо помогает. Так, идем дальше. Здесь вот мужчина какой-то вами недавно интересовался. Не то, чтобы он за вами следит, не то, чтобы он наблюдает, но какой-то прям живой интерес он имел. Вот именно к вам, к вашей жизни, кого-то расспрашивал. Может быть, кого-то из ваших общих знакомых.
вот отыграется как либо бывший ваш мужчина, либо несостоявшийся. То есть, может быть, вы как-то друг к другу присматривались, может быть, это было вообще 20 лет назад. Ну, вот что-то не случилось, не срослось, но вы у него застряли в сердечке, в памяти у него образ ваш застрял. И он порой о вас думает, а как она, а что она. Связи он с вами не имеет. Но при этом интересовался, кого-то встретил, может быть, общие действительно знакомые, либо ваши какие-то там соседи, родственники, расспрашивал, причем, знаете, за вас порадовался, что у вас все более-менее, да, складывается, что вы живы, здоровы, тому, что вот чем-то занимаетесь, то есть, знаете, вот с благом подумал о вас. Знаете, как подумал, ну, дай Боже, чтобы у нее дальше все хорошо было. И, кстати, да, еще про себя подумал, что очень хотелось бы с вами вот лично встретиться, пообщаться, может быть, о прошлом вспомнить, там, поговорить о чем-то, да просто вашу энергетику почувствовать. Ну, такой он хороший дядя, неплохой, нерешительный, правда, и такой немножечко на тормоза похож, но тем не менее держится, старается, молодец. Возможно, кстати, вы с ним и встретитесь, потому что вот его желание к вам, ну вот увидеть вас, посмотреть, какая вы стали, вот услышать ваш голос, ну вот в нем растет, и то, что ему о вас рассказали, ну как больше, знаете, вызвало желание вас видеть, с вами общаться. Но он пока с левой стороны вышел, и даже вот смотрите, хотел бы вам птичку послать, но она у него за спиной. То есть может как конфузиться, да, стесняется, скажет: Господи, столько лет прошло, а я сейчас ей буду там звонить, писать, она может даже вообще обо мне не вспомнит. Вот, как-то откладывает пока. Но, тем не менее, вот эту птичку, весточку к вам он в голове содержит. Дальше, мои хорошие. На работе какой-то мужик. Ну, не могу сказать, что начальник, потому что здесь четко не показали. Либо, если начальник, то очень дружелюбный. Такой, знаете, с народом, среди народа. Не кичится тем, что он начальник, либо человек, которого все уважают, то есть, ну, как начальником считают, он очень авторитетный дядя такой. Вот. Этот человек за вами действительно наблюдает, и наблюдает он с той целью, чтобы вам, может быть, чем-то помочь, подсказать. Но вы ему вот прям как роднулечка, не знаю, вот он вас выделяет среди других женщин, среди других коллег. Какую-то особую симпатию, очень похожую на отцовское чувство, да, либо там брата к сестре, там старшего брата к младшей сестре. Вот хочется вас защитить. Вы очень добрые эмоции в нем вызываете. Он всегда за вами наблюдает. Кстати, о птичках. Если были какие-то неприятности недавно на работе, ну, что-то, знаете, как конфликтики, какие-то претензии к вам. И вот, знаете, вроде как что-то начало завариваться, вот неприятность в вашу сторону, а потом раз и улеглось. Вот это он порешал. Вот пришел и заступился за вас, сказал: не трогайте, не смейте. Всех сейчас тут в бараний рог скручу. Не трогайте вы эту женщину замечательную. Кто тронет, передо мной будет отвечать. Ну, вот как вступился за вас человек. Ну, он добрый, и вас вот... ну, сердечно, скажем так, любит, да? Не как мужчина женщину, а как вот родного человечка. Вы для него какая-то особенная, правда. Особенная, и вот старается вам не навязываться, старается, чтобы вас вот как уберечь, да, чтобы никто не трогал, чтобы, если вдруг он в вас верит, но вдруг, да, что-то пойдет не так, он может всегда прийти и помочь, подсказать, да, ну, что-то для вас, либо ради вас сделать. Хороший человек, добрый. Вы, кстати, знаете, что вы вообще на него рассчитываете. И если вдруг что-то не так, вы можете всегда к нему подойти, вот не стесняясь подойти и, ну, попросить совета, да, либо попросить даже какой-то помощи. Никогда не откажет, никогда. Даже обрадуется, что вы к нему подошли. Вот, такой хороший дядечка. Так, идем дальше. Ну, здесь какие-то подружки. Скорее даже не ваша подружка, а подружка вашей подружки. Вот так вот, да? Через одно плечо у вас, получается, идет. Вот смотрите, вы с кем-то дружите, и у вас очень хорошие отношения. Здесь вот отношения, когда
ну, как две сестрички, да, вот доверяетесь друг другу, можете и посмеяться, и поплакаться. Да, конечно, иногда могут быть несогласия, но ваши вот эти разногласия, это так, как стрельба по воробьям, да, тут как пообзывались, сразу же и примирились. И вот у вашей вот подружки, да, есть какая-то женщина, может быть, по соседству, может, она навязывает, она ревнует. Вот ревнует, ей бы хотелось, чтобы вот ваша подруга от вас отвернулась и к ней повернулась. Вот, она сейчас вас изучает, вот, знаете, думает, ну вот как так, да? Вот почему она так к ней душой прикипела? Я ведь тоже хорошая. Я тоже хочу так дружить. Вот ревность такая дебильная, простите за слово, но я не могу это по-другому назвать. Когда вроде из нормальной, порядочной женщины делают, стерву. Стерву, причем истеричную. Ревнует. Тут ревность, как получается, подругу свою к вам ревнует. Хотя... глупость. Глупость, так вот нам показали. Так, кто еще за вами наблюдает? У кого есть дети, мои хорошие? Дети, причем дети маленькие. Наблюдают, подсматривают, и я вам даже больше скажу, имитируют. Повторяют, вот что делаете вы, ваши слова, ваши действия. Может быть, как-то по-особенному вы, не знаю, суп варите, да? И ваш ребенок видит это, ему очень нравится, либо ей, да, как вы это делаете. Вот прям старается вот свою любимую мамочку повторить. То есть в играх вы можете это замечать, что ваши дети вас повторяют. Да, вы не видите, как они за вами наблюдают, но всегда вот детки вот смотрят, и глазки прям туда, там, где вы, потому что любят, потому что действительно, самый любимый, самый родной человечек. Вы для них просто супер-женщина, самый лучший герой, да. И они вот вас повторяют. И чем старше будут становиться ваши детки, тем больше вы будете узнавать себя в ваших детках. В подаче, в манере, в поведении. Вот прям копируют и все, запоминают, что вы делаете. Поэтому, мои хорошие, старайтесь при детях не материться, вести себя такой сильной боевой женщиной, чтобы и ваши детки выросли вот такими сильными и боевыми. Не показывайте свою больку, не показывайте своих истерик. Понятно, что все мы люди, и все в жизни бывает. Старайтесь, если какие-то неприятности, ребенка не отталкивать от себя, типа иди, да, дай мне побыть одной, а просто своими спокойными словами объясните. Неприятности у меня, вот сейчас чувствую себя не очень. Пожалуйста, можно я немножко посижу, отдохну и приду в себя. Вот. Объясняйте своим детям, даже маленьким. Они ведь все понимают, они все это запоминают. Смотрят за вами ваши детишки. У кого-то внуки за вами смотрят. Поэтому, мои хорошие, тут нужно... если честно, я верю, что вы при детях ведете себя прям идеально, но тем не менее, вот помните, что будут копировать вас в будущем, вашу манеру, ваши отношения. То есть, если хотите, чтобы были такие победители по жизни, так показывайте им такой пример. Прям не то, что там ушла в отчаяние, а наоборот, борюсь и побеждаю. Вот это очень важно. Так, теперь самое интересное. Смотрите, вот эти два сердечка. В самом начале я обратила ваше внимание именно на них. Значит, кто-то ко мне пришел в стадии влюбленности, а кто-то в паре в браке находится именно сейчас. И вы зашли на мою отсыпку. Что я хочу сказать? Здесь какое-то взаимно обоюдное наблюдение идет. То есть вы наблюдаете за своим любимым человеком украдкой, пытаясь разгадать, найти тот самый ключик золотой к его сердцу. И то же самое делает ваш любимый человек. Девочки, честно говорю, человек даже может, ваш любимый, ковыряться в ваших вещах, перебирать, смотреть телефон, планшет, до чего ручки дотянутся, вот там он и ковыряется. С какой целью?
Но кто только начинает встречаться, общаться, человеку хочется узнать вас лучше. Вот ваши интересы, что нравится, какой любимый цвет, там, цветы, желания, да, ну вот что вы хотите, что вам по жизни вот прям хочется получить, достичь, но чтобы вас лучше понимаете, что там сюрприз вам сделать. Ну, то познакомились вы с человеком, общаетесь, встречаетесь, он вам розы дарит. А потом до него доходит, а может ей розы не нравятся, может она любит там орхидеи, лилии, там какие-нибудь там экзотические цветы. А как узнать? Правильно, с вашего телефона, с ваших историй, с ваших, может быть, каких-то переписок. Запросто у кого-то отыграется, что мужчина ковыряется. Ну, а те, кто в паре в браке, здесь немножечко другие цели. Тоже мужчина может проверять периодически ваши социальные сети. 100% знают ваши пароли, 100%. Штудируют, девочки, штудируют, прям так отыграется. Но тут уже ревность. Ревность и страх. Страх вас потерять. Вот не доходит до мужчины, да, что можно женщину вот словами, да, женщины как? Мы любим ушами. Можно делать комплименты, говорить о своей любви, какие-то сюрпризики, хотя бы маленькие. Купи ты какую-нибудь там крошечную шоколадку, но подари ее вот с чувством, с эмоцией. Господи, никаких бриллиантов не надо. А он нет. Либо вы долго вместе живете, либо сам по себе такой человек тугой, не умеет, стесняется говорить о своих чувствах, эмоциях. Поэтому, боясь вас потерять, уж слишком вы, конечно, шикарная, независимая, начинают вот эти вот поисковые работы. С кем она общается, с кем она там переписывается, что за фотографии, кто у нее там в подписчиках, да, какие там контакты у нее есть. Проверяют, причем регулярно. Но что я могу сказать? Это все любовь. Это все любовь толкает мужчин на такие поступки. Вы же, девочки, тоже проверяете периодически, да? Ну что тут стесняться, да? Вот я вижу, что вы тоже иногда можете, так случайно одним глазом там подсмотреть, да, там, если смс-ка пришла, если высвечивается там на экране телефона, да, что написано. И ваш мужчина приблизительно тем же занимается, только в более крупных масштабах, если честно. Вот. Но опять же, есть оправдание, страх вас потерять, страх вас лишиться. Может быть, отношения у вас сейчас такие немножечко напряженные, для тех, кто в браке. И вот он старается обезопасить ваше совместное будущее, чтобы вас, мои хорошие, не потерять. Да, интересная вы женщина. Вот кто зашел на мою цыпочку, женщина, девушка, не даете вы покоя людям. Кто-то, видите, как готов прям действительно в шпиона превратиться, чтобы узнать о вас больше. А кто-то прям к вам очень ревнует, да, либо ревностно наблюдает за тем, что вы делаете. Вот так вот, мои дорогие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.